Вандальная эпопея с малым городским фонтаном продолжается. И если раньше все негодовали, что подобной водной достопримечательности нет, то с ее появлением простор фантазии для мелкого хулиганства расширился. То шампунь нальют, то камнями закидают. И ладно, если б мелкие камушки были. А нет, булыжники с альпийской горки. И не лень ведь тащить. Продолжается это каждое лето. В минувшую субботу в фонтан умудрились вылить 2 пузырька шампуня и практически полностью забросали камнями. Продолжается та же история, что и предыдущие года. Сколько бы мы ни обращались к жителям, провести профилактическую беседу со своими детьми, более-менее уже взрослое население, то, которое может само принимать решения, как говорится, тоже надо обращать внимание на это. Если вы видите, мимо проходите и видите, что творится какой-то бардак, неужели нельзя остановить, сообщить, как говорится, в компетентные органы? Работу фонтана пришлось остановить. После сброса воды оказалось, что булыжником разбита подсветка, замена которой обойдется в копеечку. Плюс к этому привлечение техники и рабочих рук. Вот так, чья-то сиюминутная разрушительная шалость обошлась бюджету в сумму порядка 20 тысяч рублей. Еще раз просим, снова обращаемся к нашим горожанам, не будьте равнодушны, не проходите мимо, если вы видите, что происходят какие-то акты вандализма. Они же не только на фонтане, они и на всех остальных элементах благоустройства. Скамейки, урны, заборы и так далее, и так далее. Цветы, опять же, сейчас начали сажать, снова опять рвем цветы, ездим по ним на велосипедах, на скутерах и так далее. То есть все одно и то же, ничего не меняется. Уровень сознания граждан не растет. На фонтане установлены камеры наружного наблюдения. Личность хулиганов устанавливается, и в скором времени их привлекут к ответственности. И в завершении хочется сказать лишь одно. Прежде чем жаловаться на бездействие коммунальщиков, плохое благоустройство и отсутствие тех или иных благ цивилизации, нужно научиться беречь чужой труд. Ведь любой акт проявления вандализма ремонтируется и приводится в порядок именно за ваши деньги, уважаемые горожане. И ведь, казалось бы, одни книжки читали, одним ценностям учили. Елена Афанасьева, Несмир Хайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.